носочку. Чтобы не быть голословными, упражнения испытали на себе. Такой тест теперь будут проходить все ученики автошкол в рамках обучающего курса «Алкоголь и вождение». Это часть программы «Автотрезвость». Теперь одеваем очки. В этих очках глаза человека видят так же, как при состоянии алкогольного опьянения. Походка в прямом смысле становится пьяной. В середину пальца попала. Снимайте. А какая степень опьянения в этих очках? Где-то порядка 0,6 промилле. Это сколько надо выпить, чтобы вот такое состояние было? В 2 раза больше, чем то, за что в России наступает наказание административное. Тренировки, по мнению авторов, с самого начала дадут понять ученикам, что руль и алкоголь несовместимы. В автошколы курс внедрят в июне. По совету психологов мы ушли от частички не пей, не делай, не ходи. Идем по позитиву. Будь трезв за рулем, трезвые рулят. По вине пьяных водителей ежегодно в России травмы получают 45 миллионов человек. Эта цифра сопоставима с населением Испании. В Татарстане только за прошлый год погибли более 100 человек. Четверть всех ДТП у нас происходит по вине пьяных водителей. По штрафам более жесткие меры уже, можно сказать, введены. 30 тысяч рублей ни у кого они не лишние. Но штрафные санкции ситуацию кардинально не изменили. Показатели по пьяным ДТП за последние 2 года улучшились лишь на 10%. Мы выбрали 10 передовых автошкол, сделаем такой тестовый пилотный проект. Я думаю, он долго не затянется. И после того мы перейдем ко 2-му этапу и будем повсеместно распространять в Татарстане. На стоимость обучения в автошколах проект не повлияет. Как минимум, к основному курсу обучения добавят 16 занятий. Первые результаты ждут уже в декабре. Александр Севастьянов, Марат Светгараев, ТНВ, Казань.